завтраки, будильники. Понимаете? Эту зарплату вы отправляете домой к родителям, которые сидят с вашими детьми. Вы даже детей своих не видите. А жить тогда для чего? Зачем? И именно эта компания Happiness, она пришла, чтобы помогать всем людям, абсолютно. Неважно религии, неважно национальности, неважно возраст, неважно образование, неважно мужчина или женщина, ребенок или пенсионер, всем абсолютно. Поэтому вы обязательно этих девочек послушайте. Они большие молодцы. Они сделали такую лепту, да, чтобы именно помочь вам. Что они делают? Они дают возможность. Они делятся с вами. Шанс Всевышний дает каждому. Вот вы сидите, мы тоже так же сидели и слушали информацию. Каждому дается шанс. Но не каждый его берет. Кто-то просто послушает сегодня, потусуется и уйдет. Есть такие. Кому-то нужно здоровье, возьмет себе продукцию, а кому-то деньги нужны. Ну, про деньги вам девочки еще расскажут, я думаю, да? То есть здесь, если даже кому-то продукция нужна, опять деньги же нужны, чтобы ее купить. Правильно? И мне нравятся слова Шопенгауэра, что даже поистине бедный, нищий, но здоровый человек, он счастливее богатого с деньгами, но больного короля. Согласны? Да. Сколько бы денег не было, если здоровья нет, бесполезно. И есть такая притча, вот берутся разные люди, да, менталитет разный, неважно, какие там у него уровень мышления, да, есть 3 категории, это как евреи, это как русский народ и как мусульмане, разные, да, христиане, мусульмане, буддисты, есть же много, да, разных видов. И теперь смотрите, как к своей жизни относятся евреи. Знаете, кто это? Да. Это умный народ, да, которых хотели во время мировой войны истребить. У них очень хорошо работает голова. Евреи, что они делают, чтобы не заболеть? Как вы думаете? Давайте пообщаемся. Что они делают, чтобы не заболеть? Они заранее, еще не болеют, начинают пить продукцию. Понимаете, БАДы, биологически активные добавки, активные, чтобы не заболеть, они заранее пьют. Русский народ, что они делают? Они, когда заболеют, начинают бегать. Аптека, больница, поликлиника, везде начинают бегать, начинают лечиться, когда уже заболел. А вы, мусульмане, мусульмане что делают? Ничего. Они когда умирают уже, они говорят, надо было лечиться, уже лежит, умирает, и говорят, ну ладно, пускай деньги детям останутся. Понимаете? Вот что мусульманский народ. То есть до такой степени работают, эти деньги опять надо тратить на здоровье. Они, потому что здоровье оставляют. Вы сейчас работаете продавцами, дворниками, техничками, кондукторами, поварами, неважно, где-то работаете. У вас есть свой бизнес? Поднимите руки, у кого свой бизнес? А почему? Есть. А почему вы здесь? А там дети работают. Дети работают, это их бизнес. У вас есть бизнес? Ну, это мой бизнес. А что именно, можете сказать? Там у меня, я торгую Дордое. Ага. У меня есть контейнер, и там детские товары продает моя невестка. Ваши дети? Да, невестка и сын. Так, вы бизнес имеете? Да. Молодец. Теперь смотрите, что я вам хочу сказать. Очень много людей, которые тоже говорят, у меня рестораны, у меня магазины, у меня там на рынке точки, бутики, да, мы бизнес имеем. Вот у вас там кто, дети работают в этом бутике? Да. Или продавец есть? Нет, сын. Сын. Да. А если он не выйдет на работу? Бизнес будет идти? Нет. Нет. Вы бизнес имеете? Вас, это, знаете, я скажу, бизнес имеет вас, а не вы бизнес. По полной программе. Почему? Потому что вы у вас дети там, а если они не выйдут, бизнеса нет. Если продавец, надо продавцу платить. Надо поставщикам, надо товар, надо налогообложение, декларации, пожарная часть, санэпидстанция. Каждый приходит, дай, всем даете. Это бизнес? Бизнес вас имеет, а мы имеем бизнес. Выходим на работу, не выходим на работу, деньги идут. Уехали, приехали, деньги идут. Уехали отдыхать, деньги идут. Дети наши не работают. Мы не сидим с утра до вечера, но мы имеем бизнес. И деньги у нас есть. Понимаете?
Поэтому мы приглашаем именно в компанию Happiness. А Happiness переводится счастье. А как счастье по-мусульмански? Вакт. Вы хотите быть счастливы? Вы хотите быть счастливы? Вы хотите быть здоровыми? Вы хотите быть богатыми? А в чем дело? Ноги есть? Руки есть? Рот есть? Рот что говорит? Рот говорит ушах. Рот что еще говорит? Ругается. Рот деньги ваш не зарабатывает. А наш рот зарабатывает деньги. Вот они рассказывали, девочки, да? Они просто рассказывают, делятся. Помогают другим, они помогают себе. Потому что у нас девиз, вот это, наверное, уже не нужно, да, хотела показать. Очень классный. Посмотрите. Один мир, одна мечта, одна команда. Мы как одна единая семья, мы помогаем друг другу. Понимаете? И поэтому вы большие молодцы, что сегодня каждый из вас пришел. Я даже вижу тех людей, которые приходят уже второй, третий раз. Я вижу людей, которые получили результаты. Я знаю эту женщину, которая пришла и никому не рассказывала, и никому ничего не говорила. Ее привела Жайнагуль. Она даже ей не сказала свой диагноз. Она зашла ко мне в кабинет, да, и сказала: пожалуйста, никому не говорите. Никому не говорите. У меня такая болезнь. Я даже не знаю, кому рассказать. Я даже не знаю, куда бежать. Я умираю. И мне стыдно даже сказать об этом, об этой болезни. Она пришла, она плакала у меня в кабинете. И сейчас эта девушка, можно вас? Давайте Давайте вот мы послушаем, потому что именно я ее знаю, она заходила, она со слезами плакала, она была желто-черного цвета, у нее вид не такой, сейчас она красавица, конечно, а до этого она пришла абсолютно больная женщина, и она не знала, куда податься, и ей никто не мог помочь, никто, она уже везде ходила, и диагноз ее, она сама вам расскажет какой. Расскажите, пожалуйста. Мен уштан қатты ауырып қалдым. Бірінші орын менікі невропатия болды. Невропатия болды дағы маған неме болды. Лицевой парализ правой стороне болды. 15 күннен кейін тройничныйға айланып кетті. Ана ендерін алып, оң қол, сол қолдарым іштебей, больницаға жата бердім. 7 айдың ішінде немеге дағы жаттым, государственныйға дағы жаттым, еще частныйға дағы жаттым, еще талқыстарға бардым, короче, ар жақтарға бардым, әрекет қылдым, ошо өзім жақсы болып кеткенге әрекет қылдым. Кимге керек болсо, кандай деп коет? Ошо аны Кыргызстанда келбей, Москвага келгенде ошондой болуп чыкты. Азыр укпаган адамдар кийин өкүнөт дегендей да. Менин немем айтып коюш барс дейт. Мен не кылсам болот, кайда барсам болот, деп ошол даже доктурлар мени 2 жарым ай жашайсың ошо. Ушунчалык каражыгат. Мен өзүмдү жоготуп койгонмун, эми кайка барам, кандай кылам эми. Мен балдарыма аны үй салып атат, жай салып атат, эч нерсе билдирбейт, эми чачылып калышат деп кетсем депчи. Ушунчалык жаман тараз болгон. Эми Кудайга шүгүр, Кудай берген сыноосунда мага жеңилдик кылып берди деп ойлойм. Анан ушул неменен Happiness дарылары жардам берди. Кудайга шүгүр, Кудай өзү шифа берди. Жакшы болуп калдым, мына эл катары жүрөм. Жүргөн жерде жүрөм, жүргөн жерде сүйлөп, жүргөн жерде жүрөм. Эми конечно, Жайнагүлгө өтө ыраазымын ушундай жакшы жерлерге мени тартып келгенге. Жакшы ыраазы болуп жүрөм, ушу элдердин арасында жакшы жерлерде жүргөнүмө. Ошол ишенип, жүрөш керек экен. Эми менде мурда деле шанс болгон. 2011-жылы деле шанс болгон, ошого ишенген эмес. Мен чындап Кытайлардыкын эч нерсесин иштетпейт элем, билбейт элем. Кытай десе качат элем да, Кытайдын бир нерсесин иштетпейт элем. Мына эми Кудайга шүгүр, азыр аябай жакшы результат, мына ичкен жеген аябай жакшы, Кудайга шүгүр. Мен уже доктурлардын айтканы боюнча мен бул күндө жок болушум керек эле да. Жок болушум керек, жашабашым керек. Ушунчалык даражада Кудайга шүгүр, жакшымын. Ну а теперь здесь присутствующие мужчины от лица девочек, которые организовали это
Жайнагуль, Гульзада, Эркинай, Динара. Вы их увидите. И, конечно же, я в любом случае, чтобы вы их все знали, я хочу их выйти попросить сюда, 4. Вот эти девушки, которые приехали тоже на еще заработки, уверена они тоже там. вам сами расскажут, где они работали, как они работают. Я знала их, когда они даже на русском языке не могли говорить. Вот Эркинай наша, пойдемте. Вот эти 4 девочки. И что они решили? Это будет история успеха, это будет история, в общем-то, в каждой вашей жизни, кто примет участие, да? Они могут изменить вашу жизнь. Благодаря им, понимаете, вам нужно за них просто зацепиться, как клещ. И от имени этих девушек, Динара, Эркинай, Жайнагуль, Гульзада, запомните эти имена. Сегодня они хотят поздравить здесь присутствующих мужчин и подарить каждому, чтобы наши мужчины, спина не болела, радикулит не было, остеохондроз, костное заболевание, да? Вот эти пластыри. Давайте мы сейчас под аплодисменты вызовем сюда всех мужчин. Выходите. Ближе друг к другу станьте, мужчины. Нас видно? Да, пластыри возьмите в руки. Да. И у нас есть такое коронное, когда говорят, настроение каково, мы всегда говорим, во, это отличное настроение. Кто будет фотографировать? Ой, нет, дайте женщине, а вы станьте сами. Давайте, пойдемте. Вы нам только говорите, да, 3-4? Вставайте, вставайте. Динара, ну ты пока встала? Вы покажите кнопочку. Это женщина же. Ну все, мужчины, по-мужскому. Настроение каково? Что-то не похоже на мужчин. Мужчины, настроение каково? Настроение каково? Ваша нормы, давайте. Раз, два, три. Настроение каково? Еще раз. Настроение каково? Отлично, поаплодируйте. И, значит, смотрите, у нас планируется 28 апреля 9-летие компании Happiness. Это будет в Казахстане, в Алматы. Вот эти билеты сейчас пока стоят 3000. Каждые 15 дней они будут дорожать. 3500, 4, 4500, 5, 5500, 6. Сейчас пока по 3000. Что вы можете сделать? В прошлом году я с Бишкека вывезла людей. С Бишкека, Саша. Эти люди мне не знакомы, но я им сказала, приезжайте в Алмату, всего лишь 500 рублей дорога. Ездит там маршрутка. Они приехали, девочки знают, да? Вот которые с Кыргызстана приехали туда на это мероприятие в Алмату, они все увидели своими глазами, все услышали своими ушами. Там будут все страны и города. Там будет Кыргызстан, Казахстан, Россия, Германия, Турция, Азербайджан. Все страны и города, где есть наша компания Happiness. Обязательно скажите своим людям, своим родственникам, пусть они приедут в Алмату 27-28, всего лишь 27-го один день.
крупномасштабное мероприятие. Там будут лидеры говорить, там ваши соотечественники, там ваши земляки будут рассказывать, что они такие же, как вы, люди. Тоже жили в Бишкеке, в Аши-Жалалабаде, на Рынях, Залгая, неважно, в каком городе они жили. Но они стали миллионерами, они сделали это. Такие же ноги, такие же руки. Ничем не отличаются, но они сделали. Они подарили здоровье многим людям и благосостояние, финансовую независимость. И стали сами такими. Вы приедете и с ними поздороваетесь за руку и узнаете. Байке, как ты стал таким? Эйче, почему ты вот успешно, а я нет? Вы все это увидите и услышите. 27-28 апреля в Алматы, в Казахстане, пока стоит 3000. К девочкам обратитесь, они вам предоставят эти билеты. И обязательно сообщите всем своим родным и близким. Хорошо? Желаю вам крепкого здоровья, финансового благосостояния, счастья, неважно, мужское или женское, чтобы у вас все мечты сбывались, все желания, чтобы вы увидели внуков, чтобы вы женили правнуков, и чтобы ваши правнуки вспоминали, это моя бабушка, она мне подарила, это мой дедушка, что они нам оставили в наследство. Сейчас внуки, если вы им дадите борсу, они не вспомнят. А если вы, бабушка, дедушка, дадите ему машину, он будет всю жизнь вспоминать, скажет, это бабушка мне квартиру подарила, это дедушка мне машину подарил. Правильно же? 21 век сейчас. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия. Вы молодцы. Алдыга койгон максатыбыз ар субботада ушу адамдардын количествосу саны көбөйүп биринен бири информация угуп биз эми адамдарды заставлять этпейбиз да, биз жол эле көргөзөбүз. Ошол жолду каждый адам өзү туура болсо ошол жолго басат, туура эмес болгон болсо дагы биз заставлять этпейбиз. Ошон үчүн бул жерде азыр бир аз арабызда байкелер срочно ишке шашат да, сиздерге уруксат бере берсек, анан калгандарыбыз азыр оюн шоу болот, танса болот ошого мен бул жерге сиздердин алдыңыздарга ушул 4 кыздын бирөө бул дагы Жалал Абад шаарына именно компания хэппинести ачып көптөгөн региондордо